Добрый день! Вы смотрите программу «Дискуссия» на канале АТВ. Если смотреть в будущее, учитывая, что сейчас в Молдове не каждый может купить огромные площади земли, самым перспективным является возделывание плодово-ягодных культур, которые очень ценятся в мире. В нашей стране для их производства есть уникальные возможности, благоприятный климат и плодородная почва. С гектара с данной отрасли можно заработать больше, чем с 50 гектаров зерновых. Малину, клубнику, смородину можно производить и для переработки. Что касается фруктов, у них один из самых высоких показателей рентабельности, а современные суперинтенсивные сады позволяют быть конкурентоспособными. Производство яблок в Молдове очень выгодный бизнес. Сегодня мы поговорим об использовании препаратов, которые позволяют увеличить производительность и конкурентоспособность молдавских фермеров. Одним из лидеров в производстве и реализации удобрений и препаратов является украинская компания «Укровит». Но прежде чем я представлю вам гостей, предлагаю вашему вниманию сюжет о компании «Укровит». Смотрим сюжет. Целью каждой компании является увеличение продаж и расширение рынков сбыта продукции. Не исключением является и компания «Укровит». Так как компания «Укровит» – это производственная компания, при входе на рынок Молдовы была принята стратегия работать по рыночным, справедливым ценам. Не могу ничего сказать отрицательного и по фирме «Берега Агро», которая мне дала тоже соответствующие нормальные результаты, которые я доволен. Я попробую работать уже на следующий год. Оценив потенциал рынка в продажах препаратов, приняла решение работать с сельхозпроизводителем без посредников напрямую, чтобы лучше и качественнее коммуницировать с партнерами и клиентами. Мы считаем, что рынок Молдовы перспективен, что наша продукция будет востребована, и мы сможем удовлетворить потребности сельхозпроизводителей Молдовы. Одно из положительных качеств компании «Укровит» – производство почти всего спектра необходимых препаратов для защиты растений и обширного спектра микроудобрений для внекорневой подкормки. Портфель позволяет на сегодняшний день выращивать и защищать практически все культуры. Полевые культуры, плодово-ягодные, виноградники, овощные культуры, защищенный грунт. Они обеспечивают все твои потребности и в удобрениях, и в гербицидах, в инсектицидах, во всех необходимых для нас, для производителя, продуктах. Одним из секретов динамичного роста компании «Укровит» является индивидуальный подход к каждому клиенту. Продукция компании «Укровит» одинаково хорошо ведет себя и в хороших, и в неблагоприятных погодных условиях. Сорняковый фон был высоким, было сложно, потому что выпадали осадки. Этот продукт, который нам предложила компания «Укровит», справился тоже великолепно с поставленной задачей. Это первый год, когда мы начали работу, и я думаю, что это сотрудничество продолжится в будущем, потому что претензий к препаратам у нас нет. Технологи компании «Укровит» постоянно разрабатывают новые средства защиты растений и следят за развитием мировых тенденций в сфере агрохимии. Гости студии АТВ. Александр Чуев, исполнительный директор по развитию группы компании «Укровит». Здравствуйте. Здравствуйте. И Александр Микловец, заместитель начальника консультативного отдела компании «Укровит». Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, давайте начнем нашу дискуссию. Общество «Укровит» – это производственная компания, да, которая только приходит на рынок Молдовы, или вы уже здесь продаете, реализуете свою продукцию? Если возвращаться к истории работы компании «Укровит» в Молдове, то наша продукция присутствует на рынке в Молдове около 8 лет. Но активно компания «Укровит» стала заниматься продвижением нашей продукции с 2016 года. По сути дела, можно говорить, что 2017 год – это второй год активного продвижения нашей продукции на рынке Молдовы. И как перспективы? Как вы оцениваете перспективы развития многолетних насаждений у нас в Молдове? Александр, Учитывая вашу страну, ваш регион, вашу специфику, и исторически так сложилось, что у вас где-то в среднем около 100 тысяч садов в Молдове и около 100 тысяч виноградников. Поэтому
какие тенденции развития этой отрасли? Я думаю, что они будут в связи с тем, что было озвучено, что площадь на самом деле все очень маленькая, но продуктивность с этой площади от полевых культур это одна, от плодовых насаждений, от виноградника это совсем другое. Поэтому как стремительно оно будет развиваться, это зависит от многих факторов, от конъюнктуры рынка, от рынка сбыта, от востребованности этих. Я думаю, что вы будете не расширяться, расцветать в плане не как сырьевой рынок Молдавии, а вы у себя будете очень многие вещи переделывать, либо же это готовый сок, либо же это концентраты, либо это будет глубокая переработка. То же самое я вижу в перспективе у вас, и это должно так быть в любой стране, в том числе у вас и по виноградарству. А насколько этот вид агробизнеса может быть рентабельным у нас в Молдове? На ваш взгляд, ваша точка зрения? На мой взгляд, что это неплохой бизнес, но за последние несколько лет я анализировал ваш рынок, и то же самое у нас в Украине, в связи с тем, что нет таких возможностей сейчас резко перейти на новые рынки, то цена на яблоко, на виноград, она все-таки падает, а защищать, подкармливать надо с года в год независимо. И поэтому несколько рентабельность этой отрасли, она упала. Есть объективные, есть на это субъективные факторы. Но если брать это до полевых культур, то рентабельность все-таки выше, на порядок выше. Ну, а подкорм, как вы нам еще расскажете, да? Да, про препараты, про систему защиты мы расскажем. Еще хотелось бы сказать несколько слов про компанию «Укрвит», потому что мы производители. У нас свое производство в Украине, своя фабрика в городе Черкассы, где всю продукцию, которую мы поставляем и в Молдову, и себя в Украине, она вся производится 100% там. Если еще говорить про компанию «Укрвит», то компания «Укрвит» занимает первое место в Украине по производству. У нас практически единственное производство на Украине пестицидов и агрохимикатов, имеется в виду микроудобрений. У нас наибольший портфель в Украине, у нас 135 продуктов, разных продуктов, которые включают инсектициды, фунгициды, протравители, микроудобрения, почти весь спектр для того, чтобы защитить любую культуру. Это полевые культуры, это овощные культуры, это плодово-ягодные насаждения, в том числе и виноградники. У нас здесь в Молдавии на 2017 год мы имеем 42 продукта с тех же самых химических групп. Если уже так как тема у нас идет плодово-ягодные насаждения, то для этого у нас есть все препараты, которые необходимы в зависимости от уровня интенсивности, от проблематики, которая складывается с года в год, она разная. Мы можем дать полноценное решение, не точечно продажа. Поймите, у нас философия компании, которую мы исповедуем, это давать сельхозпроизводителям решение, не какое-то... Какие более конкретно, если можно, решения это вы говорите? Полноценная защита от болезней и от вредителей, плодово-ягодных насаждений, виноградников и полевых культур. Это полноценная система защиты, которая обеспечивает полноценный контроль всех вредных организмов, которые могут быть в этих насаждениях. Потому что в садах, в виноградниках есть вредители, болезней очень много. Но те, с которыми мы боремся, те, которые мы контролируем, из года в год их там несколько. Поэтому, учитывая все эти факторы, мы, имея опыт в Украине, имея опыт, я скажу больше, мы еще экспортируем мимо Молдовы и в Грузию, там тоже. Еще в какие страны, кроме Молдовы и Грузии? На сегодняшний день мы экспортируем только в эти две страны, но в перспективе уже ведутся переговоры и с другими странами, это как европейского как континента, так и больше азиатского. Немного больше расскажет Александр Эдуардович про расширение.
нашей компании. Хорошо, только вначале, Александр Эдуардович, ответь мне на такой вопрос. Как складывается перспектива сотрудничества с молдавскими фермерами? Вы чуть-чуть затронули, вы уже 2 года у нас на рынке, да? Как у вас складывается? Ну, в целом мы оцениваем работу в 2016 году. Как раз в начале этой недели мы подводили итоги деятельности компании. Потому что наша продукция представлена на территории Республики Молдова наша компания, которая реализует и представляет наши интересы, это компания Оберег Агро. Мы как раз подводили итоги. И в целом оцениваем работу компании положительно. Мы показали неплохой результат с точки зрения реализации. Мы получили, я считаю, очень интересный опыт, который поможет нам дальше строить стратегию продвижения нашей продукции на рынке. А самое главное, что мы самостоятельно, как сотрудники компании «Укрвит», вместе с нашими молдавскими коллегами непосредственно принимаем общение в переговорах с сельхозпроизводителями в Молдове. Поэтому информация по потребностям рынка, по проблемам, которые сталкивается сельхозпроизводитель, по продуктам, которые предлагаются на рынке, мы имеем непосредственно от первого источника. То есть это та информация, которую мы получаем в процессе переговоров от наших потенциальных клиентов. Видим перспективу развития. Продукция показала себя достаточно положительно. Можем с полной уверенностью сказать, что мы не слышали нареканий, исключительно положительные отзывы по результатам применения нашей продукции, без потери эффективности, без потери качества продукции сельскохозяйственной. Достаточно, как говорил Александр, мы присутствуем на рынке с спектром продукции, который практически, с ассортиментом продукции, который практически покрывает все потребности сельхозпроизводителя. В этом году мы выводим еще 7 новых препаратов, которые еще более расширят применение, и сможем предложить комплексное решение. Пока все идет нормально. Хорошо, спасибо. А вот какие плюсы есть у наших фермеров от сотрудничества с вашей компанией? Что они выигрывают? Что они выигрывают? Я думаю, что компания «Укрвит» это компания, которая находится в процессе только выхода на рынок, активного выхода на рынок. Мы предлагаем те условия, которые, на наш взгляд, учитывая опыт, который получен в Украине, а в Украине мы продаем свою продукцию более чем на 3 миллиона гектаров, и работаем со всеми практически сельхозпроизводители, которые выращивают практически все те же самые культуры, что и в Молдове, потому что, в общем-то, исторически мы соседи, и климатические условия, культуры, которые выращиваются, что на севере, что на юге, они, по сути дела, идентичны тем культурам, которые выращиваются в Украине. Поэтому у нас есть опыт, который мы можем предложить молдавским производителям сельхозпродукции. И это, прежде всего, комплексное решение. Это достаточно, на наш взгляд, оптимальное ценовое предложение, так как мы единственный производитель в Украине, мы продукцию не импортируем, мы импортируем техническое сырье, учитывая, что мы самостоятельно производим весь спектр продукции, который реализуем, у нас есть эффективное управление производственным процессом и себестоимостью продукции, и в связи с этим мы можем предложить эффективное ценовое предложение на рынке Молдовы. Считаем и анализировали, готовились к выходу на рынок Молдовы, мы понимаем, собственно, такая же тенденция и в Украине, что тенденция последнего десятилетия говорит о том, что цены на сельхозпродукцию имеют тенденцию к снижению. Тем самым, когда мы ведем переговоры с фермерами, мы пытаемся показать эффективное решение именно для фермера, если он будет покупать продукцию высокого качества по эффективной, справедливой цене. Что именно этот
это решение приведет к тому, что он сможет эффективно управлять себестоимость выращивания. Не влияя на цену приобретения, он может эффективно управлять своей себестоимостью. И именно наше предложение позволяет добиться положительного результата, чтобы независимо от колебаний цены на готовую сельхозпродукцию, производство может быть прибыльное и эффективное. О ценовой политике мы еще поговорим, я еще вас спрошу о ценах, но вот что влияет на урожайность многолетних насаждений? Вот как получить качественный продукт? Качественный продукт получить и не только плодовых насаждений, но и других культур практически на сегодняшний день невозможно без использования пестицидов. Я имею в виду любое растение, полевое или другое, оно подвержено тому, что есть много разных вредоносных объектов, которые хотят отобрать этот урожай у нас, как сельхозпроизводителя. Это болезни, это вредители, это сорняки. Поэтому, если не защищать культуру от этих вредных организмов, то где-то в среднем потенциально мы в зависимости от культуры, мы можем потерять от 30 до 60-70%. В некоторых случаях, если это так складываются обстоятельства погодные, еще какие-то там факторы, то мы можем полностью не получить урожай. Поэтому вот эти средства, они нам помогают защитить наш урожай и получить урожай как в количественном эквиваленте, так и в качественном. Но в качественном эквиваленте здесь имеется в виду, мы еще уже сказали, что у нас для этого еще есть и микроудобрения. Если мы говорим про сады, то для садов очень важно это использование как комплексных микроудобрений, потому что растения нужны как не только там азот, фосфор и калий как основные компоненты, но и другие, там и цинк, и молибден, и кобальт, и марганец, и все остальное. Поэтому у нас в нашем портфеле имеется 5 продуктов, 2 из которых комплексные, которые в своем составе имеют там, от 9 до 11 микроэлементов, так и имеем корректоры. Это бор, это цинк, это для садов очень важно, также для виноградников. И это, что немаловажно и очень актуально для садов, это кальций мы имеем, потому что без кальция практически мы можем вырастить хороший урожай, положить его на хранение, и мы будем получать много болезней при хранении. Он помогает избежать этих болезней при хранении. Поэтому защита растений от этих вредных организмов, она есть очень актуальная, потому что в саду очень много есть возбудителей разных болезней, как грибкового происхождения, так и вирусного, так и бактериального, и, что немаловажно, нет вредителей. Если мы какой-то где-то момент либо экономим, либо же пропускаем, с разных причин, то мы все, что делали до этого, вкладывали деньги, силы и все остальное, оно может просто привести к тому, что мы не получим урожай или получим урожай, но не товарного, не того качества, либо же не товарного, и вы сами понимаете, что это все приводит к снижению и доходности. Хорошо, спасибо. Давайте вернемся к ценовой политике, поговорим дальше. Какова ценовая политика вашей компании? На каких условиях вы строите свое сотрудничество с молдавскими фермерами? На каких условиях мы строим сотрудничество? Мы учитываем специфику молдавского рынка. Это обязательно. Есть отличия? Да, есть отличия. Учитывая, что у нас есть опыт Украины, и мы пытаемся этот опыт Украины применить и в Молдавии. И учитывая и историческое развитие рынка средств защиты растений, учитывая наш опыт, мы пытаемся предложить комплексное решение. Это различные инструменты, это могут быть и вопросы в помощи привлечения финансирования. Это могут быть вопросы и прямого кредитования сельхозпроизводителя. Это могут быть и условия комбинированные, и предоплата, и кредит. Это может быть и условия предоплата, и решения, связанные со скидками, достаточно интересным предложением. Это может быть и частичная оплата в сезон, специальные цены в межсезонье. Достаточно гибкие условия мы предлагаем и готовы рассматривать
и учитывать потребности, возможности сельхозпроизводителя для того, чтобы принять правильное решение и удовлетворить потребности, чтобы это было взаимовыгодное сотрудничество как для сельхозпроизводителя, так и для нас. А цены на вашу продукцию можете рассказать? Если небольшой секрет. Ну, на самом деле, на цены на сельхозпродукцию говорить, у нас прайс-лист включает 42 наименования. Если мы будем сейчас обсуждать цену на каждый продукт, это будет сложно. Но я скажу так, что мы вышли с ценовым предложением и вышли с политикой коммерческой по продажам в этом году. Это наше новое решение, стратегическое решение. Мы попытаемся использовать, которую мы получили в Украине. Это будет достаточно гибкая система, про которую я говорил. Вот. И цены наши будут оптимальные, справедливые, которые, я думаю, что они будут очень интересны для потенциальных наших покупателей. Хорошо. Господин Мегловец, скажите, вот какие есть способы борьбы с болезнями и инфекциями фруктов, ягод? Если говорить о способах борьбы или же это контроля, то и в садах, будем говорить про сады, есть разные способы. В первую очередь это инфекция, вот если говорить по болезням, она не переходила с года в год. Это то же самое обрезка садов, это как очищение от инфекции, это удержание сада в чистом виде от сорняков, от растительных остатков, от опалого листья, на котором очень много зимует и переходит с года в год разных возбудителей. И последнее, что немаловажное, это это новые сорта, ценовые сорта, которые уже генетически есть более стойкими к разным болезням, они более устойчивые, и там уже, учитывая эту специфику, уже и меньше надо фунгицидов. Но и что немаловажным, это во время вегетации плодово-ягодных насаждений, это держать сад в чистом состоянии от этих болезней. И тоже немаловажно, мы поездили у вас по садам и посмотрели, что у вас появляются новые болезни, которые имеют характер не грибкового происхождения, а, скажем так, и вирусного происхождения. Если это уже заметно в саду, то надо принимать решение по удалению этих насаждений, этих деревьев, для того, чтобы эта инфекция не приходила на другие деревья и не приводила к тому, что потом у нас получится зараженный весь сад, и то есть его надо будет выкачивать. Есть какие-то препараты, которые можно использовать от болезней? Да, но смотрите, все практически болезни, которые имеют грибковое происхождение, то на них влияют фунгициды разные, это контактные, это системные, или это контактно-системные с разных химических групп, это грибковые. Но если у нас сады вирус, есть вирусные заболевания, но вирусное заболевание, оно само по себе не появляется, его кто-то нам принес. А принес это вредители, в основном это вредители, или же это когда новый сад, то это может идти заражение еще в питомнике. Если нормально в питомнике были саженцы, вы высадили, то это потом уже надо строить хороший и серьезный контроль по вредителям, потому что вредители, такие как тля, такие как трипсы, другие, они есть источником переноса вирусов от больного растения к здоровому. Вот такие есть. Но если же это у нас бактериальные, или же вот так случилось, что мы видим, что у нас растение заболело каким-то вирусом, то уже здесь пестициды, в первую очередь фунгициды, они бесполезны, потому что они не действуют на эти виды болезней. Ну, из бактериальных в садах распространен
в Европе больше, в нас в Украине, у вас здесь только-только эти болезни приходят. А приходят, почему они приходят? Потому что и наши фермеры закупают некоторые много саженцев новых сортов, интенсивных сортов в Европе. А там, если посмотреть на распространение этой болезни, это бактериальный ожог, то там практически в каждой стране это бич, это проблема. И поэтому, смотря, оно приходит к нам и потихоньку распространяется. Но если говорить конкретно об этой болезни, то как профилактика, как какой-то из методов контроля этой болезни, это использование медсодержащих препаратов. Это на первых этапах после зимовки, так и на виноградниках, но это еще, там, скажем так, дольше. То, что у нас есть в портфеле, это препарат ГАРД, который медместный, который нацелен не только на эту болезнь, а на ряд и других болезней, ну, конкретно по новой болезни. А вот каковы последствия, если не использовать эти препараты? Вы знаете, практически, если не использовать пестициды, там, фунгициды, инсектициды, то культуру в любом случае надо защищать. Есть такое направление, оно у вас развивается, у нас в Украине, это органическое земледелия, но там уже применяются препараты там, другого происхождения, не синтетического. Это уже там биоземледелие, органическое земледелие, но в любом случае применяются разные виды этих препаратов. Это вытяжки из грибов, может быть, это какие-то микроорганизмы, это какие-то специфические хищники, которые поедают вот этих вредоносных. Но это немного другое направление, но и там, и здесь подходы одни и те же самые. Если мы вообще не будем защищать, то мы не получим урожай хорошего качества и количества. Хорошо, господин Чуев, скажите, пожалуйста, вот каков спектр продукции для использования на площадях многолетних насаждений, который может предложить ваша компания для молдавских фермеров? Когда мы начали вот с Александром встречаться с клиентами, которые там имеют сады и выращивают, мы первое время столкнулись с неким непониманием продукции, которую мы представляем, потому что вот был такой ярко выраженный клиент, с которым мы встречались, у него интенсивный сад, вот, и когда мы пришли и сделали предложение по приобретению наших препаратов, ну, мы услышали такое мнение, что нужно использовать только препараты мультинациональных компаний, которые уже давно оперируют как на рынке Молдовы, так и на рынке Украины. Вот. Состоялся такой очень интересный, содержательный разговор. Вот. И мы как раз перешли к обсуждению схемы защиты. Попросили показать нам, если это не коммерческая тайна, схему защиты, нам показали схему защиты, и мы увидели, что практически препараты, которые использует данный фермер, это препараты, которые практически представлены на нашем спектре. И мы можем там предоставить препараты, практически, которые покрывают там 80-90% потребностей в защите сада. Вот. Ну, я думаю, что практически, да, тот спектр продукции, который мы представлены во всех, мы реализуем и гербициды, и фунгициды, как говорил Александр, инсектициды, и протравители, и удобрения с микроэлементами. Мы практически можем закрыть все потребности сельхозпроизводителя. И я думаю, что вот этот год, он как раз будет для нас, 2017 год, будет показательный, потому что нашу продукцию уже знают, она зарекомендовала себя положительно. И я думаю, у нас есть определенные перспективы на рынке Молдовы. А как вот Александр рассказывал, да, у вас где-то порядка, там статистические данные говорят о том, что где-то порядка 100 тысяч там насаждений сада, да, то в Украине на самом деле сада меньше. И мы используем опыт, как приобретенный в Украине, так и опыт, который приобретаем у вас, для того, чтобы
как бы обмениваться опытом и применять полученную информацию и в Украине. Так что я думаю, это положительно как для вас, так и для нас, вот, что мы работаем и на рынке Украины, и на рынке Молдовы. Думаю, что мы можем предложить полную систему защиты по садам. Да, понятное дело, что на 100% это сделать сложно, но максимально закрыть мы можем, учитывая все то количество обработок, которые используются в Молдове. В случае необходимости. Я еще дополню Александра Эдуардовича. Мы вот, как уже было сказано, мы непосредственно общаемся с сельхозпроизводителями, мы их слышим, мы с ними говорим. И нам очень ценная информация понять, с какими же проблемами они сталкиваются с года в год или же в какие-то специфические года. И как либо они решают эту проблему, либо это не решают. То есть мы хотим слышать проблематику, мы хотим быть, и мы есть ближе к сельхозпроизводителю, чтобы его услышать, проанализировать и дать на следующий год или через 2 года дать хорошие решения. Поэтому мы, уже было сказано, выводим 7 новых продуктов, где есть в нашем портфеле некоторые такие инновационные продукты, которые включают в себя 2 действующих вещества или 3 действующих вещества для того, чтобы за один раз решить много вопросов и более качественно защитить культуру от того или другого организма. Если говорить про сады, то мы можем как обеспечить систему защиты как навозом опрыскивания. Если у нас погодные условия слаживаются благоприятно для нас, но не для возбудителя и не болезней и вредителей, так и на 16 обработок, так и на 20 обработок. Да, на 100% любая компания, которая оперирует на рынке Украины и Молдавии, она не может обеспечить, потому что кроме того, что я сказал, что есть там основные болезни вредителей, то в определенные года, в определенное время складывается так условия, что где-то может появиться такая болезнь или такой вредитель, который в портфеле компании нет решения. И поэтому мы не стремимся что у нас есть все, и это на 80-90% для суперинтенсивных садов у нас есть препараты. А если мы говорим то до 15 обработок стандартных, то у нас в портфеле есть абсолютно все, учитывая по фазам, по фенофазам. И плюс, как уже было сказано, это и есть и микроудобрения. Еще я дополню вопрос, который был задан раньше, а что же сельхозпроизводитель получит от нас, какие плюсы, это то, что он может прийти в нашу компанию и в одной компании взять полную систему защиты, ему не надо брать один препарат там, второй там, третий там, это один еще такой, плюс высокое качество, потому что, вы понимаете, если бы какое-то было качество сомнительное, мы здесь бы не работали, мы бы не работали на территории Грузии, наша продукция не использовалась бы на 3 миллиона гектаров, это в Украине только на разных культурах, и мы не двигался на другие рынки, потому что наше производство, оно имеет международную сертификацию ISO 9001, это тоже подтверждавшее. Плюс мы в 2016 году возили молдавскую делегацию, были представители из вашего региона, для того, чтобы люди поехали, мы организовали тур такой, чтобы поехали в наше производство и увидели, что у нас есть хорошее, высококачественное, мощное производство, которое делает качественные препараты, потому что и люди поехали, мы им устроили экскурсию на завод, мы их повезли на наши опытные поля, мы их повезли на производственные поля для того, чтобы увидеть все это вживую, потому что рассказы, но когда человек приезжает и это все видит, он уже понимает, и уже доверие компании, оно меняется, да, и мы же компания, которая пришла на этот рынок, строит долгосрочные отношения, а не прийти год-два поработать и вернуться назад. Вы хотели дополнить? Да, я хочу дополнить. У нас есть такой клиент, который человек практически никогда не занимался выращиванием яблок. Но в этом году, в 2016 году, в прошлом году, он пришел к нам. Эта компания имеет соковые заводы. Им было интересно попытаться самостоятельно выращивать яблоко, которые они потом могут использовать как столовые, как продавать, да, так и использовать при производстве сока.
Вот. И человек взял в аренду сад, и практически мы как бы делали эксперимент. Мы не сервисная компания, мы там не оказываем услуги по выращиванию, но учитывая как бы достаточно серьезность этого клиента, перспективы развития этого клиента, мы там принимали участие в защите этого сада. И я вам скажу, что клиент был очень доволен. Очень доволен. Практически он работал исключительно только с нашими препаратами. А добавляя о том, что опыт, который мы имеем, мы работаем же и в Грузии. И в Грузии садоводство, интенсивный сад тоже очень развито. Поэтому у нас как бы опыт разных климатических зон, разной культуры садоводства, поэтому как бы вот, учитывая этот опыт, мы пытаемся перенести его, использовать и перенести его к вам, и использовать как бы на благо всех. Спасибо. Сейчас я предлагаю посмотреть еще один репортаж о компании «Укровит», а после мы продолжим нашу дискуссию. Смотрим репортаж. Проанализировав рынок средств защиты растений Молдовы, компания «Укровит» увидела потенциал в продажах препаратов и приняла решение работать с сельхозпроизводителями без посредников, чтобы лучше и качественнее коммуницировать с партнерами и клиентами. Решением послужило то, что мы считаем, что рынок Молдовы перспективен, что наша продукция будет востребована, и мы сможем удовлетворить потребности сельхозпроизводителей Молдовы. Там не нужно ждать определенного человека, чтобы он пришел и объяснил, когда и что нужно делать. В этом плане у них взаимозаменяемость, и нам это нравится, нам с ними комфортно. Одно из положительных качеств компании «Укровит» – она производит почти весь спектр необходимых препаратов для защиты растений и микроудобрений для внекорневой подкормки. Портфель он позволяет на сегодняшний день выращивать и защищать практически все культуры. Полевые культуры, плодово-ягодные, виноградники, овощные культуры, защищенный грунт. Одним из секретов динамичного роста компании «Укровит» является индивидуальный подход к каждому клиенту. Сорняковый фон был высоким. Условия, в которых приходилось работать с кукурузой, чтобы не упустить фазу и с другой стороны качественно внести гербицид, было сложно, потому что выпадали осадки. Этот продукт, который нам предложила компания «Укровит», справился тоже великолепно с поставленной задачей. Продукция компании «Укровит» одинаково хорошо ведет себя и в хороших, и в неблагоприятных погодных условиях. Это первый год, когда мы начали работу, и я думаю, что это сотрудничество продолжится в будущем, потому что претензий к препаратам у нас нет. Технологи компании «Укровит» постоянно разрабатывают новые средства защиты растений, при этом держа пульс на мировых тенденциях в сфере агрохимии. И, как отмечают уже постоянные клиенты, профессионализм и клиентоориентированный подход компании делают ее сильным игроком на рынке пестицидов и агрохимикатов Молдовы. Скажите, вот насколько удешевляет вашу продукцию работа без посредников? То есть вы напрямую работаете с фермерами? Да, в отличие от рынка Украины, где мы работаем через дистрибьюторов, компания, которая представляет наши интересы в Молдове, это компания, которая непосредственно работает с сельхозпроизводителями. Учитывая то, что исключаются дополнительные звенья поставки, мы выходим с оптимальной ценой. И возвращаясь к тому, что я говорил ранее, что мы являемся производителями, да, и эффективно управляем своей себестоимостью и понимаем, какая цена должна быть как в Украине, так и в Молдове, мы предлагаем действительно оптимальное решение по ценообразованию. Что касается для того, чтобы еще более качественно обслуживать сельхозпроизводителя, мы в 2017 году планируем иметь несколько региональных складов на территории Молдовы. И сейчас поставки продукции осуществляются со склада, который находится в Кишиневе. Вот мы планируем иметь несколько складов на севере и несколько складов на юге. Вот практически несколько часов назад мы были на территории склада, который мы вот начинаем работать в Камраде. У нас будет склад, можно будет приобретать нашу продукцию непосредственно вот уже со склада, который будет находиться там ближе к клиентам. Что, кроме всего, как бы немножко расширяя информацию по той продукции, по которой мы работаем, то, что мы обсуждали в
первой части нашей дискуссии, это был разговор о продукции и препаратах, которые используются в промышленном производстве. Но в 2017 году мы планируем завести наши препараты, которые зафасованы в мелкую тару, которые используются в приусадебных хозяйствах в частном секторе. Мы достаточно серьезный игрок в Украине, входим в тройку лидеров по продажам препаратов для приусадебных хозяйств.